1986 году послушник Псково-Печерского монастыря с дипломом ВГИКа Георгий Шевкунов воспользовался своим служебным положением и снял эти уникальные кадры, уходящую натуру, преподобных старцев, с которыми жил в обители бок о бок. Конечно, очень хотелось снять и оставить, и запечатлеть тех великих старцев, с которых просто довелось увидеть. И слава Богу, это, в общем-то, отчасти хотя бы, но получилось. С особым вниманием и любовью он ловил моменты повседневной жизни своего духовника, отца Иоанна Крестьянкина. У отца Иоанна пальцы в освященном масле, и он не может вытереть их даже о рясу, и поэтому вытирает о бороду отца Корнилия. Все в порядке, никто не обижается. Мы, честно говоря, немного схитрили и сказали отцу Иоанну, что у меня в руках фотоаппарат. И поэтому отец Иоанн думает, что мы по благословению отца-наместника собираемся его сфотографировать. В то время еще никто не понимал, фотоаппарат это или видеокамера. Поэтому мне было намного легче. Еще хочется. Вот такой. Ну, вот такой. Это скажут, они потом по забору трясут, тут целуются. Они скажут, наверное, ненормальные там в Псково-Печерском монастыре. И человек он был исключительно смиренный и скромный. Не любил привлекать внимание к своей персоне. Просто не считал себя кем-то заслуживающим такого пристального внимания и того, чтобы его сняли, где-то еще показали, кто это такой вообще. Причем это было совершенно искренне. С тех самых пор вся жизнь послушника, а потом и монаха отца Тихона строилась только по благословениям и молитвам старца. И таких духовных чад у отца Иоанна Крестьянкина были сотни и тысячи. Внешне он производил впечатление такого очень-очень доброго дедушки. Знаете, вот в псалтыре есть слова, что вся слава внутри. К отцу Иоанну это вполне относилось. Его духовный мир был совершенно поразительный. Но увидеть это сразу было невозможно. Это был бесконечно добрый человек, который умел по-настоящему любить каждого, кого Господь посылал на его пути, как самого себя. Псково-Печерская обитель. Монахи по очереди несут послушание. Водят паломников в пещеры, где в окружении праведных собратьев покоится архимандрит Иоанн Крестьянкин. Мы всегда сюда приходим, потому что память отца Иоанна, она для всех нас очень дорога. Большинство из нынешних насельников значительную часть своей монашеской жизни прожили возле его ног. Здесь отец Иоанн как будто продолжает свое старческое служение, начатое в монастыре в далеком 67-м. Можно сказать, что в наш монастырь он в 67-м году пришел уже совершенным человеком, который не только умел такие порядочные поступки совершать, но еще был очищен страданием за Христа в лагерях и ссылках. О, дай нам, Господи, не обижать, не обижаться, самим больше терпеть и за обидчиков молиться. Итак, други наши, будем любить друг друга, будем любить всех наших врагов и недоброжелателей наших. И здесь, на этом диванчике, батюшка выслушивал всех, начиная от президента и кончая последней бабушкой с Рязани. Архимандрит Тихон Секретарев, нынешний наместник Псково-Печерского монастыря, много лет жил через стенку от самого беспокойного монаха. 17 лет я был соседом батюшки по келье и слышал и видел, как в коридоре всегда был народ, который ждал
встречи с батюшкой с самого раннего утра и до позднего вечера. Вначале к отцу Иоанну ездили его бывшие прихожане – московские, рязанские, но вскоре и со всего Союза потянулись верующие за духовным руководством. Прием начинался сразу после службы, на бегу. Когда на богослужении молился отец Иоанн, вот здесь у малого входа в Михайловский собор собиралось множество людей, которые желали получить от него благословение, совет. Желающих побеседовать с отцом Иоанном было очень много. И они заполняли вот это пространство возле собора и бежали за ним, спускались за ним по лестнице по этой, пытаясь задать свой вопрос. И отец Филарет, келейник отца Иоанна, он часто просто раздвигал толпу людей для того, чтобы батюшка мог пройти домой. Он всегда спешил, но никогда не проходил мимо человека, за что получил прозвище «Скорый поезд со всеми остановками». Его искренняя любвеобильность притягивала всех – и паломников, и братьев-монахов. Когда он шел по хозяйственному двору, да, и люди работали, то есть люди начинали просто бросать свою работу и просто бежать к нему, облеплять его со всех сторон и брать благословение. И он, в общем-то, собственно говоря, даже был вынужден от этого, как бы сказать, избегать, потому что невозможно было, так сказать, его пройти, просто невозможно было. В общем-то, ажиотаж, в общем-то, начинался. В Печорах были удивительные подвижники, святой жизни люди, по-настоящему святой жизни люди. Но и они ходили за советом к отцу Иоанну, потому что вот этим своим величайшим смирением и даром рассуждения он снискал уникальную, совершенно удивительную возможность для человека познавать волю Божию и о себе самом, и о людях, которые к нему приходили. Как он все мог это вынести, все эти бесконечные люди. Ведь был случай такой, что отец Иоанн там ночью пошел в туалет, и вдруг из туалета, значит, приходит, и вдруг Келевнин человек, который начинает, и среди ночи оказывается человек, который начинает его какие-то вопросы задавать, и что-то, отец Иоанн вообще просто в шоке был. Такую популярность проповедника чуждой идеологии не могли не заметить советские власти. И они сделали все, чтобы пресечь этот нездоровый ажиотаж. Ну и начинают сверху, значит, поступает команда, что это у вас там за чудотворец. И начинают, закрывают двери на ключ все, открывают за 5 минут до начала службы какой-нибудь щелку, чтобы пройти. Прятали по кельям, прятали где-то отец Дамьян рядом, у него в келье часто сидит. Да и некоторые братья были недовольны суетой в монастырских стенах. Был один старец, вот он вообще говорил, монастырь, говорит, старцы испортили. Говорит, такой был тихий монастырек, говорит, тут никого, все тихо, говорит, спокойно, и вдруг, говорит, понаехали тут. Татьяна Сергеевна провела рядом с отцом Иоанном ровно четверть века, служа ему и секретарем, и сиделкой, и привратником, и посредником. Изо дня в день, из года в год на ее глазах проходил бесконечный поток посетителей этой кельи. Он открывал дверь, кругом люди сидят, он пробегает мимо в угол к иконам. Пока он не прочитает молитву Святому Духу, он начинает разговаривать. Вылетел отец Иоанн, и я ничего не помню. У меня никогда в жизни больше не было такого. Я оказалась у его ног в одну секунду. Я обхватила его ботинки и стала их целовать. Это было совершенно, это было в одну секунду. Я еще не видела, я еще ничего не успела не разобрать, ни лица, ни фигуры. Он просто влетел, и я бросилась, вот так вот обхватила ботинки и начала плакать и целовать его, что-то такое, значит, умоляя спасать меня и всех моих близких. В жизни актрисы Екатерины Васильевой, полной громких премьер и ярких ролей, самым значительным событием стала встреча с отцом Иоанном Крестьянкиным. Чтобы так вот свалиться, вцепиться в ботинки и целовать их, как святыню, это совершенно, это помимо человека происходит. Это значит, что что-то такое вбежало в эту дверь,
что это уже не имеет никакого отношения к человеческим отношениям, понимаете? И самое удивительное, что он там не поднял меня. Я очень хорошо помню, что он меня прямо накрыл. Он накрыл меня мантией и стал вместе со мной плакать. Как это какой-то незнакомый человек, который никогда в жизни меня не видел, который все про меня тоже в эту же секунду понял. Отец Иоанн и правда поражал с первого взгляда. Ведь он с каждым человеком говорил как с родным, а с Богом как с близким. Он обратился к иконе. Это было следующим потрясением. Я никогда в жизни не видела и не слышала, чтобы люди так молились. Если бы я смотрела вниз, я бы подумала, что он разговаривает с каким-то человеком. Он разговаривал с ней совершенно напрямую. В этом не было ни молитвенной интонации никакой. Это было просто вот он, весь этот тропарь, он с ней разговаривал. Тогда Екатерина Васильева только начинала свой путь в церковной ограде. И, встретив такого старца, она уже не могла свернуть. Но он прозорливец, он чудотворец. Он знал, кто к нему едет, каким поездом, когда приехал, с какой проблемой. Но это... Поэтому ничего не надо говорить. Я помню, мы с Катей Васильевой написали статью вдвоем. Потом мы смеялись очень, конечно, потому что мы говорили, например, что вообще выходить на сцену – это все равно, что выходить на панель. Духовного руководства тогда, в конце 80-х, искала и другая знаменитая актриса – Любовь Стриженова. И порой сразу две звезды театра и кино появлялись на пороге старческой кельи. Когда я писала записочки о том, что я хочу у батюшки спросить, он по пунктам, буквально не читая записочку, мне это все рассказывал. Там проблемы с детьми, проблема с театром. Я хотела уходить из театра давно, и батюшка меня не благословил, отец Иоанн. Он сказал, что можно и там служить Господу, и там быть, люди должны быть там верующие. По благословению отца Иоанна, Любовь Стриженова служила в Доронинском МХАТе еще много лет. И только 4 года назад, выйдя на пенсию, она посвятила себя другому, высшему служению и стала монахиней Иудифью. Кстати, печерский старец принял участие не только в театральной судьбе народной артистки, но и в кинокарьере ее сына, Александра Стриженова. Мы с сыном ездили, и у него решался вопрос, куда ему поступать, чем ему заниматься. Он говорит, вот я хочу унаследовать папину и мамину профессию. И он так встал, прижал свой лоб к лбу Сашину, вот как бы в него прямо, знаете, вот просто вдалбливал ему, что ли, и говорил о том, что ты только можешь заниматься этой профессией, только ты должен понять, для чего ты будешь заниматься этой профессией. Для славы, для материальных каких-то благ или во славу Божию. Георгий Кожакарь навсегда запомнил первую встречу со старцем, хотя потом бывал у него не раз. Что-то там где-то вот, что-то там зашебуршалось, это сам. Ну, слышу, тут на огромной скорости вылетает. Я, значит, в ноги ему, батюшке, да, поклониться. Мимо меня только фу! Прямо вот в угол туда, к иконам, к кресту. И все. Царю Небесному, все это сразу это самая молитва, все это все раз, все это. То есть первым делом это молитва. По благословению старца архитектор Кожакарь стал мастером-кресторезом, причем лучшим в России. Его многометровые поклонные кресты сегодня стоят и на Соловках, и на Бутовском полигоне в Москве. Одно благословление мне хватало лет на 5. Я могу просто сидеть и вот работать без вот памятуя о наших беседах с ним. Мы порой с ним до часа по 4 засиживались, просто вот так нос в нос тыкая друг друга, вот так вот, это обычный у батюшки такой вот
разбирая все наши жизненные, мои проблемы. Напутствия старца никогда не были категоричными. Да он себя и старцем-то сам никогда не признавал. Вот не было такого, что вот я вас там благословляю, там, это, землю рыть. Не, Боже упаси. Как-то все очень с такой любовью, с таким, вы знаете, вот, с таким пониманием, с таким внутренним вхождением в твои проблемы. Вот взять человека, да, вот так тряхнуть и поставить на ноги, то есть когда у него все как бы, все перестраивается, да, и он тут же становится вот как бы крепким, твердо стоящим на земле. Татьяна Сергеевна за долгие годы на службе у всероссийского духовника привыкла к тому, что старец видел и знал больше других. Он едет в лес, я еду в отпуск с ним. Мне говорит, возьми фотоаппарат. Мне только предложили, а я уже хожу, он мне говорит, фотоаппарат не бери, ты мне отпуск испортишь. Это что? Вот я могу сказать то, что со мной лично было. Где он послушал этот разговор, что меня просили взять фотоаппарат? Прозорливости старца поражались и его духовные дети. Я еще и не знал, на какой приход я поеду. Он Георгий Победоносец, помню, достал, говорит, ну вот, говорит, ты Георгий Победоносец, иконочка благослови, говорит, ехай с Богом и служи. Приезжаю, действительно, Георгиевский храм. Отца Тихона Шевкунова старец благословил открывать подворье Псково-Печерского монастыря в Москве в 1993 году. Как раз в тот момент, когда патриарх сказал, что таких подворий в столице больше создаваться не будет. Причем он, так сказать, очень решительно сказал, что вот это вот воля Божия, это надо делать. Отец Иоанн никогда не бросался такими словами. А тут вдруг сказал, вот это действительно воля Божия, начинай это делать. И, надо сказать, я со страхом шел исполнять это благословение отца Иоанна. Я подошел к патриарху и выпалил ему эту вот заученную фразу о том, что вот, ваше Тейшество, благословите создавать подворье Псково-Печерского монастыря в Москве. Я ждал, что на меня обрушится тут же громы и молния, но Святейший очень вдруг нашел своевременно эту мысль. Михаил Гольдфельд, по благословению отца Иоанна, с 80-го года занимался самоздатом духовной литературы. Книжку, вот, за которую меня чуть не посадили, в то время издание православной литературы была антисоветская агитация. Из кельи отца Иоанна святоотеческие книги распространялись по всей стране. Но даже у монастырских стен были уши. Я приходил к отцу Иоанну, вот, он делал так пальцем, потом показывал, вот там наушники, то есть, ну, ему было известно, там у него были в келье прослушивающие устройства, то есть мы с ним выходили в маленький коридорчик, где была раковина, наклонялись над раковиной, он мне в ухо говорил что-то при шумящей воде, я ему, и так мы обсуждали, что, когда, где, как. За 10 лет в подполье Михаил напечатал больше 100 книг и ни разу не попался с поличным. Однажды только предупреждение старца, переданное из Печор в Москву, спасло его от тюрьмы. В какой-то момент приезжает отец Виктор от отца Иоанна и говорит, отец Иоанн сказал все остановить. Миш, что остановить? Я говорю, отец Виктор, все не надо. Ну объясни, что остановить. Я говорю, отец Виктор, все нормально, просто хорошая погода. Еду в типографию, говорю ребятам вывести все. Они говорят, Мишань, у нас все схвачено, у нас свои менты. Мы все знаем. Я говорю, все убрать, никаких листов, никаких форм. Вот они все убрали. Ночью обыск КГБ, новая бригада, которой, по-видимому, стукнули, и перешесили, и не нашли никакого компромата. И когда я ему пришел, он говорит, Мишань, откуда ты это узнал? То есть мы бы все пошли под фанфары. То есть это грозило сроком. Ну вот, как ребята получили по 4 года, тогда вот 2, 3, 4 года вот это вот было. Чем грозило Михаилу их общее дело, старец знал не понаслышке. По той же самой статье «Антисоветская агитация» сам отец Иоанн был арестован в 50-м году. 2 священника разговаривали, и было сказано, Крестьянкина пора сдавать. Иоанна Крестьянкина, в те годы московского священника, сдал батюшка, с которым они служили и молились вместе в одном алтаре в храме Рождества Христова в Измайлове. Священник говорит, деточка, он хороший человек, я тебя убеждаю, он хороший человек. Даже вот это, будем говорить так, предательство, оно можно по-разному ему увидеть. Батюшка видел это как промысл Божий.
На 3-м ярусе железных нар под самым потолком в бараке на 300 человек отец Иоанн молился так усердно, как нигде и никогда прежде. Даже уголовники любили его и называли «наш батя». Один раз одному молодому человеку, которому предстояло идти в тюрьму, он сказал эту тюремную поговорку. Кто-то спросил у него, как мне в тюрьме-то жить. Ну, кроме того, что молиться, конечно, и уповать на Господа, отец Иоанн дал ему еще и житейский совет. Не верь, не бойся, не проси. Вот. Это он сам, видно, на себе испытал там. На свободу он вышел через 5 лет, но как бывший зэк уже не мог служить в Москве и вскоре стал скромным сельским священником. Следующие 10 лет он провел на Рязанщине, и там снова вызвал недовольство властей. Его переводили с прихода на приход, и на каждом новом месте служения при нем умножалась паства и преображались храмы. Его как-то батюшка шел из храма, директор школы вдруг окликнул и говорит: как вас там величать, там это самое. А вы скажите, пожалуйста, у вас, говорит, семья есть, жена есть? Он говорит: вот, говорит, моя невеста, храм Божий, и вот мой дом. А кто в храм ходит, говорит, все мои дети. В 66 году, в день Самсона Странноприимца, отец Иоанн был пострижен в монахи, и его скитания по отдаленным приходам закончились. Поселившись в Псково-Печерском монастыре, он сам прослужил странноприимцем 4 десятка лет, до конца своих дней. Какие только души к батюшке не притекали, уже разбитые, уже прошедшие всех священников, все храмы. Все, в конце концов, притекало в эту лечебницу, вот на этот, я бы сказал, операционный стол, вот этой кельи, чистенько убранный, как действительно, как палата такая, такая стерильная, да? И где вот там настраивалось все очень аккуратно, все выстраивалось именно духовно. Когда ты видишь человека живого, ты можешь его потрогать, осязать, ты с ним разговариваешь, а ты видишь перед собой абсолют человеческий. Как вам сказать? Ну вот то, как человек был задуман. И ты с этим, понимаете, сталкиваешься. Это переворачивает все представления. И он сидит с тобой, разговаривает запросто. Но ты понимаешь, что нас разделяет бездна. Он молился ночами напролет за сотни едва знакомых ему людей. Отвечал на письма тысячам. Пока хватало сил, служил в храме и проповедовал после каждой литургии. И во всем, что он делал, было столько любви, что верующие называли старца проводником Божьей благодати. Не иметь врагов нельзя. Они видимые и невидимые. Нельзя, чтобы нас все любили. Но нам любить всех очень можно и обязательно. Аминь. Увидеть, каким был отец Иоанн, сейчас можно только на таких очень редких кадрах. Старец не любил видеокамеры. Но для своих духовных чад он жив не только на экране и в воспоминаниях. Они по-прежнему обращаются к нему, получают поддержку и верят, что очень скоро церковь назовет Иоанна Крестьянкина святым старцем. Для очень многих людей, которые его знали и которым он и сейчас помогает молитвами, мы понимаем, что это человек, который имеет дерзновение к Богу. Отец Иоанн бы вообще тут замахал бы руками и сказал: перестаньте, какой святой, прекратите. Еще отец Иоанн очень ощущал то будущее, что надлежит человеку. Царствие Небесное. И это преисполняло его колоссальной, совершенно огромной радости. И все эти испытания, которые выпали на его долю, а по-человечески они были колоссальные совершенно испытания. Пытки в застенках НКВД, лагеря, преследования иногда и каких-то архиереев и так далее, своих собратьев и прочее, прочее. Но в ничто это вменял, потому что видел
истинную цель человеческой жизни и истинный путь человеческой жизни, к которому он, собственно говоря, и шел.